Борборунда Бишкек шаарынын бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Оразалиев Алмаз Кадырмаевич маалымат бермекчи. Бүгүнкү брифингди ТүЗОдон КТРК, ЛТР, Ала Тоо 24 Пирамида, 5 канал, облустук медиа борборлордон Кыргыз радиосу, Биринчи радио, Марал ФМ радиосу, Минкал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, ошондой эле Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радио баракчаларынан угуп көрө аласыздар. Доброе утро, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба о ситуации в городе Бишкек на сегодняшний день. И сегодня об этом нам расскажет заместитель министра внутренних дел, комендант города Бишкек Оразалиев Алмаз Кадырмаевич. Брифинг вы можете посмотреть в прямых эфирах через телеканалы ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5 канал, областные медиацентры на радиостанциях Биринчи радио, Кыргыз радиосу, ЛФМ, Минка ЛФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и Биринчи радио. Алмаз Кадырмаевич, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу шаардыктар. Эмне үчүн өзгөчө абалды киргиздик? Эмне үчүн медиктер, аскерлер жана милиция кызматкерлер күнү түнү посттордо кызмат алып баратышат? Биринчи эле учурда алар сиздердин сактыгыңар үчүн турушат. Буга карабастан өзгөчө абалда тартип бузуулар да болуп жатат. Биз тараптан аткарылып жаткан иш-чаралар кээ бир адамдарга жакпайт экен, болбосо биз силердин коопсуздугуңар үчүн эмгек кылып жатабыз. Күнүгө бизге муктаж болгон элден көптөгөн чалуулар жана катар келип түшүп турса, ошол эле учурда көчөгө чыккан адамдар аз эмес болуп жатат. Канчалык биз тараптан аракеттер болбосун, силер тараптан жардам болбосо, бул иштин түбүнө жете албайбыз. Эгерде сиздердин жана жакындарыңардын ден соолугу маанилүү болсо, санитардык жана өзгөчө абалдын талаптарын бузбай жүрүңүздөр, урматтуу шаардыктар. Здравствуйте, уважаемые горожане, жители города Бишкек. Хотел бы всем посоветовать, кто сегодня выходит без всякой острой необходимости на улицу, в первую очередь подумать о себе, о своих близких, о жителях города Бишкек. Почему? Потому что многие, которые выходят на улицу, нарушают санитарно-эпидемиологические требования. В связи с этим я всех призываю, уважаемые жители города Бишкек, не выходить на улицу. Еще раз повторяю, инкубационный период практически закончился. На сегодняшний день у нас заболевают люди, контактирующие с заболевшими, которые пришли извне. Сейчас мы переживаем период окончания инкубационного периода, где надо быть предельно максимально осторожными. Избегайте улиц, без острой необходимости не покидайте дома, чтобы было как можно поменьше контактов. Уважаемые жители города Бишкек, еще раз призываю вас, соблюдайте санитарно-эпидемиологические нормы. Не выходите на улицу, а если выйдете, только при острой необходимости. Вот, у нас есть несколько вопросов, я бы хотел сегодня тоже ответить. Вот граждане жалуются, что жители города выходят на улицу и не соблюдают карантин. Безусловно, кто это делает, мы к ним принимаем меры. На сегодняшний день более 2000 мы протоколов составили в отношении таких граждан. А те граждане, которые будут выходить, будут подвергаться ответственности согласно кодекса о нарушениях. Я понимаю, бывают трагические моменты, такие как похороны, но прошу вас проводить ритуал только в кругу близких людей. Вот. Граждане просят выдать разовый пропуск для выезда, въезда в город на передвижение за пределами 1,5 километра, для перевозки близких родственников, находящихся в тяжелом состоянии, для обеспечения родителей преклонного возраста, ЛОВЗ, после операции и так далее. Дорогие жители города, я бы хотел обратиться к вам, что в отношении данной категории людей никаких ограничений мы не вводили.
При наличии соответствующих документов, справка от врача, маршрутного листа, документа, удостоверяющих личность, мы свободно, значит, можем их пропускать через блокпосты. В этом отношении никакой проблемы мы не создаем для людей, поэтому, уважаемые граждане, вы можете спокойно передвигаться именно вышеуказанной категории людей. Вот просят дать полную информацию о заразившихся граждан COVID-19, кто где заразился, их имена для чтобы не контактировали с ними. Значит, хотел бы сказать, что данная информация в отношении людей, она имеет, значит, это личные данные наших граждан. По закону мы не можем их разглашать. Вот. Но при этом Государственный комитет информационных технологий занимается, значит, их отслеживанием. И данный вопрос находится на контроле как медиков, так и других соответствующих служб. Горожане жалуются, что внутри города, также за чертой карантинной зоны, санитарно-эпидемиологическая станция не проводит дезинфекцию. На сегодняшний день я хотел бы сказать, уважаемые жители города Бишкек, прошу набраться терпения. В силу ограниченности наших, значит, возможностей мы поэтапно проводим дезинфекцию. И я вам ответственно заявляю, на сегодняшний день большая часть города Бишкек и улиц внутри города полностью, значит, дезинфицируется. Наберитесь, пожалуйста, терпения. Спасибо большое. Рахмат, урматтуу телегөрүүчүлөр, радио каармандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Оразалиев Алмаз Кадырмаевич маалымат берди. Брифингди түзүүодон ЛТР, КТРК, Ала тоо 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон, 1 радио, ЛФМ, Кыргыз радиосу, Минка ЛФМ, Марал ФМ радиолордон, ЛТРнын YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана 1 радионун баракчаларынан көрүп калдыңыздар. Уважаемые телезрители, радиослушатели, вас проинформировал заместитель министра внутренних дел Кыргызской республики, комендант города Бишкек Оразалиев Алмаз Кадырмаевич. Прямой эфир вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала тоо 24, 5 канал Пирамида, областные медиацентры, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минка ЛФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радио. Спасибо вам за внимание. Спасибо.